Средних Очулках проживает около 5000 человек. Удаленность от центральных городов региона никак не притормозила распространение коронавируса. По заявлению главного врача местной участковой больницы, болезнь перенесли большая часть населения. Были периоды, это правда было не в период моей работы, но я смотрел статистику, что за сутки вплоть до 50 человек выявлялось, были такие пиковые моменты. Сейчас же все-таки, как-никак, огромному счастью, ковид перестал быть таким злополучным. Есть выявляемость, в сутки мы иногда выявляем до нескольких человек, это бывает и один, и два. На сегодняшний день все медикаменты есть, все-таки система здравоохранения нашла методы лечения для этого заболевания. Режим пандемии давно отменен, люди болеют гораздо меньше. Летальные исходы в республике за последний месяц не зарегистрированы. Но врачи предупреждают, что не стоит недооценивать ситуацию, а те, кто уже был заражен, должен в обязательном порядке пройти послековидную диспансеризацию. Это нужно для чего? Для того, чтобы мы могли, первичное звено работало, и мы могли на ранней стадии выявлять некоторые заболевания, особенно хронической формы, даже будь то та же онкология или там туберкулез, вот эти все заболевания, которые достаточно у нас на территории Северного Кавказа распространены, мы будем иметь возможность их выявить и на ранней стадии предотвратить. Больше, как и кардиология, также и страдает нервная система у этих пациентов. И на мой опыт, не так часто, но встречаются пациенты именно с опорно-двигательным аппаратом, люди, которые часто жалуются на боли в суставах, на боли при ходьбе, и также потеря обоняния у многих пациентов, даже некоторых, я бы так сказал, за долгое время после болезни не восстанавливается обоняние. Любовь Полонкоева переболела ковидом в прошлом году. Болезнь протекла без осложнений и симптомов только температура. Но уже через полгода женщина вновь обратилась к врачам. Она жаловалась на перепады давления и боли. Обследовав пациентку, врачи обнаружили хронический панкреатит, спровоцированный перенесенным коронавирусом. Давление уже поджелудочный лазен, желудок лазен, проблемы желчницы. Пройди она вовремя диспансеризацию, врачи бы выявили патологию и недуг не перешел бы в хроническую фазу. И таких примеров много. Люди ленятся проверять свой организм, а диспансеризация показана в 7 раз в год, особенно после ковида. Здесь, в участковой больнице, для этого есть все необходимое. Есть несколько этапов диспансеризации. Первый этап мы проводим у себя на базе. Соответственно, уже более детально, если у человека есть какие-то осложнения, также мы их перенаправляем к узким специалистам. И все, что необходимо для проведения первого этапа диспансеризации, у нас имеется. Во время диспансеризации измеряют давление, рост, вес. Интересуется самочувствием. Следующий прием у окулиста, эндокринолога и невропатолога. Далее диагностика нарушения в работе сердечной мышцы, то есть УЗИ и ЭКГ. На обход всех врачей уходит не больше 20 минут. Хотелось бы попросить жителей нашей республики приходить к нам и приходить в другие медорганизации на диспансеризацию, потому что это в первую очередь возможность выявить ваши хронические заболевания, которые у вас имеются, также возможность предостеречь вас от будущих возможных тяжелых заболеваний, все возможности, все условия для проведения диспансеризации у нас и также и у многих других организаций имеются. Здоровье – это главный человеческий ресурс, говорят медики, и чтобы пользоваться им как можно дольше, необходим самоконтроль. Врачи настоятельно просят всех жителей республики ни в коем случае не пренебрегать своим здоровьем, игнорируя диспансеризацию. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.